Уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы вновь приветствуем вас на встрече вот такой вот вебинарной, да, как мы уже с вами встречались неоднократно. И сегодня наша встреча посвящена особой дате, памятной дате, которая, конечно, является трагической, но необходимо подрастающему поколению, нашим детям знать о такой трагедии, чтобы ни в коем случае не повторилось это вновь. И также об этом должны знать и педагоги. Чернобыльская АЭС. Взрыв на одном из энергоблоков 26 апреля 1986 года. Одна из крупнейших техногенных катастроф в истории мирного атома, да, за последние 30 с лишним лет. Да? И разрешите, пожалуйста, представить вам нашего сегодняшнего гостя. Это Петр Николаевич Лобанов, представитель МЧС. Петр Николаевич, ваша должность, скажите, пожалуйста, как? Я методист Центра противопожарной пропаганды Главного управления МЧС России по Республике Коми и руководитель пожарно-технической выставки Главного управления МЧС России по Республике Коми. Об этой выставке Петр Николаевич тоже сегодня вам расскажет, обязательно пригласит всех, кто захочет прийти. Со мной, если кто-то еще не знаком, меня зовут Юлия Владимировна Карманова, старший методист Центра воспитания и социализации личности КРИРО. И сегодня мы представляем вам две презентации. Одна моя и вторая у Петра Николаевича, которую вы потом можете либо просмотреть в нашем видеозале, или скачать, если у кого есть такая возможность, есть желание. Приглашаем вас к просмотру. Вот, обратите внимание, да, есть один из редчайших снимков, когда была заснята авария на Чернобыльской АЭС. Достаточно редкое фото, одно из единственных. И начать сегодняшнюю нашу встречу мне бы, коллеги, хотелось со стихотворных, как вам не покажется это странным, со стихотворных строк поэта Дудина. Надпись, эта надпись стихотворная была именно сделано на ядерном реакторе буквально за год до трагедии. Посмотрите, какое предвидение, да, было у данного человека и что действительно последовало потом. Жизнь беззащитна, любовь нежна, и разум землю облагает данью. И точная ответственность должна сопутствовать великому познанию. К сожалению, предотвратить данную катастрофу не удалось, и до сих пор существует очень много различных версий. Даже была, если я не ошибаюсь, да, может быть, Петр Николаевич меня поправит, даже была версия о том, что это была диверсия, да, тогда. Версий было много, действительно, но все-таки официально подтвержденная версия — это технические ошибки, да? Это ошибка несоблюдения протокола безопасности во время проведения экспериментов по выработке дополнительной энергии. Вот. Спасибо. Вот обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, на карту. Сейчас мы можем увидеть, какие тогда регионы, какие районы трех наших крупнейших республик на то время, да, на наше советское время. Это Белорусская ССР, РСФСР и Украинская республика. Какие регионы были подвержены, да, заражению, и облако, да, зараженная вот эта вот, да, реакционная радиоактивная пыль. Да, радиоактивная пыль была унесена и в Европу, да, то есть есть очень много сейчас свидетельств, что зарубежные страны тогда тоже очень быстро отреагировали, очень быстро узнали о том, что вот это вот облако движется на их страны, и заражение земель, воздуха, дожди, да, радиоактивные пролились тогда не только над нашей страной.
Причины аварии. Ну вот сейчас я так думаю, что как специалисту мы зададим этот вопрос Петру Николаевичу. Он уже сейчас сказал нам, да, что это была действительно техническая ошибка при эксплуатации. Да? Да. Угу. 26 апреля, как было уже сказано, 1986 года в час 23, это время зафиксировано, на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв, полностью разрушивший реактор. Ну и, как показало расследование, по свидетельству специалистов, авария произошла из-за попытки проделать эксперимент по получению дополнительной энергии во время работы основного атомного реактора. Но получить хотели дополнительную энергию, так скажем, в ряде экспериментов к приближающемуся юбилею Великой Октябрьской социалистической революции, который через год должен был произойти. Вот. И ряд экспериментов, вначале эксперименты проходили достаточно успешно. Вот. Ну и на одном из этапов было принято решение отключить систему безопасности, которая должна была включиться автоматически в случае каких-то внештатных сбоев. Но, к сожалению, это не произошло. И вот говорить о технологическом сбое каком-то не приходится, потому что сам по себе эксперимент, он был, вот этот риск, который при эксперименте был допущен, он не был оправдан. То есть мы можем говорить все-таки о человеческом факторе. Человеческий фактор, да. Который стоит, так скажем, во главе угла катастрофы. Да, и не только этой катастрофы, да, и этой катастрофы, и многих других. Что произошло? То есть эксперимент по выработке дополнительной энергии проводился без соблюдения протокола безопасности. Когда, значит, необходимо было, чтобы сработала система безопасности автоматическая, она должна была включиться автоматически, но она не включилась. Она не включилась, потому что уже получила повреждения, вот, в результате высокой температуры. И в итоге случилось то, что случилось. Произошла трагедия. Хорошо, давайте дальше. Спасибо. Ну вот мы сейчас здесь видим фотографии города Припять, который принял на себя первым удар. Это был очень красивый южный город, город промышленный, который действительно был таким молодым городом, да, и очень важным объектом тогда, в то время в нашей стране, которому было действительно приковано из-за Чернобыльской АЭС, конечно же, внимание. И вот сейчас вот мы здесь видим, коллеги, на слайде, да, и фотографию этого города, и в тексте можем прочитать, что авария стала самым масштабным экологическим бедствием 20 века, да, но вот сегодня Петр Николаевич расскажет вам, что, к сожалению, она стала самой крупной из известных, да, и в нашем веке, уже в 21-м, были и другие катастрофы. Да, и в 20-м были и другие катастрофы. Выброшенная во время взрыва радиация сделала опасной для жизни территорию площадью в 5 миллионов гектар, занятую в основном сельскими полями. И выли рек Припять и Днепр Киевского водохранилища накопилось до сих пор содержится опасное количество радионуклеидов. И вот сейчас нам тоже хотелось бы вспомнить имена героев, пожарников, которые прибыли, пожарных на территорию аварии и которые погибли первыми от лучевой болезни и приняли на себя первыми вот все это бедствие. И присвоено им было звание Героя Советского Союза уже посмертно. Может быть, вы что-то скажете, да, Петр Николаевич? Фактически те караулы, которые вот правик Владимир Павлович, Кибенок и Виктор Николаевич совершили действительно подвиг вместе со своими караулами пожарными. Часть, значит, из Припяти, которые прибыли, и часть непосредственно защищавшая, охранявшая пожар АЭС,
Вот, они прибыли первыми, и значение их подвига заключается в том, что с ценой своей жизни, фактически, вот к 5 часам утра они смогли локализовать на 4-м энергоблоке пожар, который угрожал перейти на другие энергоблоки. И последствия были бы просто в разы были бы страшнее, конечно, если бы им это не удалось сделать. Но они уже понимали, конечно же, потому что им буквально через час бойцам они почувствовали, что они уже получили смертельные дозы облучения. Вот. Но они продолжали работать, вот, продолжали тушить пожар, и им это удалось. В итоге затем прибыл к ним на помощь подразделения из Чернобыля, из Киева. Чернобыль, это город, находится от самой Чернобыльской АЭС несколько дальше, чем Припять. Вот. Возглавлял майор Телятников, который уже тоже ушел из жизни, тоже ему было присвоено звание Героя Советского Союза, но все-таки он смог пожить немножко дольше, потому что уникальные операции были проведены на тот момент, как бы, но, к сожалению, вот... Все равно многие из них погибли. Да, но фактически те пожарные, которые стали инвалидами, но большинство из них погибло. И потом многие ликвидаторы, которые также получали смертельную дозу радиации, вот, к сожалению, уходили из жизни от различных заболеваний. Да. Вот. Ну и, конечно же, уже при самой ликвидации, непосредственно, когда проводились работы по сооружению саркофага, конечно, там действительно масса, как принято называть, массовый героизм, потому что и солдаты, резервисты, войска гражданской обороны, которые привлекались, химические войска химзащиты, они, конечно, проявляли там действительно чудеса героизма. Хорошо. Вот здесь как раз, да, мы сейчас здесь видим на фотоснимках, как работали. Генерала Тараканова, который в свинцовых фартуках, вот здесь вот на крыше реактора, сохранившийся, выбрасывает фрагменты твеллов, которые, фактически там в 30, а то и в 300 раз в некоторых местах радиация превышала допустимый уровень. Да. И многие сейчас специалисты говорят, что тогда не были люди так защищены, как это необходимо было, как сейчас уже показывают исследования ученых, да, как нужно работать с радиоактивными отходами или при взрывах ядерных. И люди, конечно, были защищены не на должном, к сожалению, уровне, что привело к смертям и заражению. Вот как раз мы здесь тоже видим, как работали люди. Один из палаточных городков. Здесь мы тоже видим, да, что работа была по оценке загрязнений территорий, что именно какие регионы, какие районы подверглись самому жесточайшему такому воздействию. Работа, конечно, была в тот год чрезвычайно серьезная, да, и опасная. Важно было не допустить расширения зоны радиоактивного заражения. С этой целью боролись с пылеобразованием, вот как вы уже сказали, да, Петр Николаевич, опрыскивая поверхность специальными смесями, применяли полимерные покрытия, использовали метод вакуумной очистки, всасыванием пылесосами, вручную протирали объекты тканями, пропитанными дезактивирующими растворами. Вот каким выглядел Чернобыль до аварии, всем сейчас известно, да. Это не Чернобыль, это не Чернобыль, это Припять. Это как раз вот город молодых атомщиков, Припять, 50 тысяч жителей, город молодой, современный на тот момент, который сейчас вот фактически пустой, это Припять. Чернобыль, он, хоть и название АЭС Чернобыльская, но на самом деле Чернобыль, он вне зоны даже 30-километровой вот этой закрытой зоны остался. Вот. Очень важно, что вы сейчас это сказали, да, что у нас действительно вот есть такая неточность, да, фотографическая. И как работала Чернобыльская АЭС. Да, вот как раз загрузка твелла, вот мы здесь видим на одном из снимков. До аварии. То есть мы можем посмотреть, как это выглядело, да, и что случилось, да, что случилось после взрыва. Вот. Кто-то, может быть, на эти картины посмотрит, скажет, вот произошел взрыв, да, на одном из
Но мы прекрасно с вами понимаем, насколько серьезнейшие последствия тогда были. И, как сейчас уже известно, очень много детей, которые родились в тот год, да, или родились в следующий год, которые были зачаты в 1986 году. Очень многие дети родились, к сожалению, с различными патологиями. И люди действительно заболевали. И сейчас я просто сама знаю, как человек, который бывал на Украине много раз, и есть даже такая статистика: дети, рожденные в 86 году, в 87, 88, какие серьезные заболевания есть, и онкологические заболевания. Я могу сказать по уровню заражения, что вот радиационное заражение было в 90 раз, оказалось в 90 раз сильнее, чем, допустим, при бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Вот. Ну и сама территория составила 140 тысяч квадратных километров только в СССР. Ну, большинство, значит, территорий это Беларусь, Украина и Россия. Ну и досталось, так скажем, и европейским странам: Австрия, Болгария, Болгария, Венгрия, Польша, Норвегия, даже Италия, часть Франции. Лазурный берег, там выпали радиоактивные осадки. Потому что как раз вот ветром, да, несло тогда вот эти вот облака радиоактивные. Вот. Ну и радиоактивные осадки были обнаружены даже в Исландии и частично в Канаде. Я в целом по миру наблюдался повышение радиационного фона. Вот. И в течение еще какого времени? Ну, в течение 2 лет, в том плане, что действительно катастрофа, сама авария показала, что радиационные аварии такого вот масштаба, они являются действительно глобальными для всего мира. То есть, вот это... И такими долгосрочными по воздействию. Да, и повод призадуматься, и к тому же, да, вот было очень много сделано, конечно, мероприятий. Ну, допустим, вот в том же в Киеве была снята вся листва. Вся растительность была убрана. Был так называемый, вырублен рядом в зоне заражения так называемый рыжий лес, который просто листва и деревья порыжели в результате радиации. Но очень много делалось впервые. И поэтому, конечно, что-то было сделано ошибочно. Допустим, боялись, что дожди смоют с техники радиацию, и она попадет в реки, поэтому технику многую, и ту же самую листву радиационную, которая уже была облучена, закапывали. И радиация попадала с тем же успехом в грунтовые воды. Вот. Конечно же, помимо заражения животных, и потом прослеживались мутации некоторые, вот, конечно же, были заражены, и это сказалось потом и на растениях. Поэтому и там целые бригады ботаников, биологов, которые исследовали воздействие не только на биосферу, на животных, то есть зоологи, но и ботаники, которые отмечали, что вот эта радиация повлияла на рост растений в той или иной мере. Но вот сами ликвидаторы отмечали, что в окрестностях вырастали, конечно, про мутантов, каких там страшные сказки. Да, мутации проявлялись, но они более не массовые, они не массовые и были потом уже замечены позже. Но, допустим, все отмечали, что даже в окрестностях Киева и так в целом в Украине, Белоруссии выросли большие, то есть плоды, груши, яблоки. Ну и говорили, что в окрестных лесах грибы, просто гигантские вот эти грибы, которые абсорбировали радиацию, они являются природными абсорбентами радионуклеидов. Вот, все это отмечалось, вот, и делались действительно как бы методами проб и ошибок. Ну, что говорить, если, допустим, луноходы, ну, то есть для очистки территории использовались японские роботы, которые сходили с ума, у них платы плавились от воздействия радиации. И как говорили, что роботы некоторые сходили с ума и заканчивали жизнь самоубийством, да, то есть он перегорал, сбрасывался с крыши там того же реактора, вот, поэтому были задействованы люди. Ну и, кстати, неплохо себя показали наши старые советские луноходы, которым приделывали просто бульдозерные щиты, и они неплохо очищали территорию.
Вот, ну, управлялись дистанционно через кабель. Вот. Поэтому советская техника себя показала намного лучше, чем даже зарубежные да, аналоги. Вот видите, да, коллеги, какие интересные факты сегодня, да, исторические мы можем узнать от специалистов. Ну вот город-призрак, да, то есть мы сейчас знаем с вами, да, что и Припять, и сам город Чернобыль являются такими городами-призраками. И хоть и проводят, и мы знаем, да, что на Украине проводят экскурсии, есть даже сейчас очень много желающих, которые приезжают, но мне все-таки личное, вот мое мнение, Петр Николаевич, кажется, что это все-таки как-то немножко диковато проводить экскурсии, да, в такие города. Сейчас французы построили над саркофагом, который был водружен вот 30 ноября 1986 года. Фактически это, конечно, уникальная операция. Вот это надо знать и, наверное, в беседах с детьми вот особенно отмечать, что вот когда мы говорим подвиг ликвидаторов, это не пустые слова, потому что уникальная операция. Конечно, это благодаря единому могучему Советскому Союзу смогли это сделать. Что буквально ранее, чем через год, 30 ноября, хотя прогнозы делались очень разные и очень страшные, был над четвертым энергоблоком, да, был воздвигнут саркофаг, над которым был поднят красный флаг. И сами ликвидаторы говорили, что вот этот красный флаг советский был фактически равнозначен флагу над Рейхстагом. Вот. Это не пустые слова, это говорили сами ликвидаторы, потому что столько жертв и столько, так скажем, усилий советских людей было сделано, потому что действительно это было спасение всего мира. Если бы реактор оставался еще какое-то длительное время открытым, то, конечно же, заражение было бы уже глобальным для всего мира. Вот. Потому что ветра, радиоактивная пыль и заражение было достаточно, действительно страшно. То есть фактически жерло реактора было открыто полностью. Вот. Конечно, много сделали там, много работы. Литературы об этом очень много сейчас. Да. Можно рассказывать о подвиге воркутинских, интинских, донецких шахтеров, которые проводили там подземные работы, чтобы реактор, радиация не попала в Днепр, допустим. Там, по-моему, заливалось бетоном, да? Цементом, да? Бетон, цемент, очень много свинца было потрачено, свозили свинец со всей страны. Да. И так же, как и цемент, бетон свозился со всей страны. Конечно же, была масса мероприятий проведена. Но вот то, что все-таки 30 ноября был сооружен саркофаг, подняли флаг, это была действительно победа. Ну и уже вот в 21 веке, вот все-таки усилиями, прежде всего там были французы, соорудили над саркофагом, еще один саркофаг сейчас сооружен, в последнее время, последние недели показывали даже по телевидению Чернобыльскую АЭС, что там происходило сейчас. Вот. То, что действительно еще дополнительная оболочка, достаточно, так скажем, безопасная. Серьезная, да? Вот. По-разному тоже, оценки разные, но все-таки это дополнительные укрытия, которые защитит нас в дальнейшем, защищает, да? Потому что говорят, что реактор все-таки еще радиоактивные вещества, и реактор еще выделяет достаточно большое количество радиации. А как вот вы считаете, Петр Николаевич, когда-то возможно жизнь полноценная в этих местах? Сколько должно пройти лет? Расчеты есть, допустим, вот по тем частям, которые, вот цезий, допустим, 137, период полураспада 30 лет. Стронций, период полураспада тоже 28-30 лет. Вот. Но дело в том, что вот выделены, так скажем, радиоактивные вещества, да, они постепенно уходят. Но дело в том, что в самом вот этом реакторе, в самой зоне заражения, непосредственно где реактор, там продолжается реакция, да, по всей видимости. И поэтому прогнозы как-то сейчас, так же, как и ставить никто не рискнет. Это будет просто очень много спекуляций вокруг этого. Вот, не очень добросовестных. Но еще помимо этого, конечно же, вот риск, те люди, которые посещают с экскурсиями, вот как вы сказали, они, конечно, рискуют, они там дают подписку какую-то, вот.
Ну и к тому же вот здесь примеры мы видим, да, вот, ну что-то, сейчас очень многому верить нельзя, потому что мастера фотошопа тоже работают в этом плане, вот, опять же информационная, конечно, но здесь наши, так скажем, ну уже нельзя называть их партнерами, как раньше мы называли, со стороны Украины, когда они вот выбивали средства на сооружение второго саркофага, второго вот этого укрытия, конечно, они много спекулировали на том, что вот на угрозе. Вот. Дело в том, ну, в любом случае, что да, действительно, то, что вот эти генные аномалии, мутации, как, скорее всего, как говорят специалисты, они будут еще, так же, как и в случае с Хиросимой, в случае с Нагасаки, конечно же, это из поколения в поколение будут передаваться, к сожалению. Вот. Но вот здесь вот цифра, да, на слайде видна, 600 тысяч человек, более полумиллиона человек участвовало в ликвидации. В ликвидации. И сколько людей еще пострадало. Да. Дмитрий Валерьевич, можно следующую презентацию? Ну, следующая презентация, я думаю, она даже будет одинаковая. Можно ее пролистывать просто так. Хорошо. Вот. Сейчас... Но я просто хочу, если вы мне передадите слово, сказать еще... Обязательно, конечно. Вот, перейти, вот этот давайте я вам буду. Мемориал, который был построен. Вот. Ну, и в Москве, и в Киеве, и непосредственно в Припяти. Сейчас мы здесь пройдем. Ну вот, в принципе, презентация они повторяют, как бы. Вот. Даже фотографии те же самые. Вот первый вертолет, который проехал над реактором, он в результате воздействия радиационного, там электроника стала гореть, ну, погорела, и он упал. И вот. Погибли, да, пилоты. Экипаж погиб. Вот. Потому что, оказалось, излучение было настолько мощное, что... Нет, фотографии у нас разные, нужно признать, Петр Николаевич, все-таки. Да. Нет, я просто говорю, что очень много... тогда не было такой возможности снимать все подряд, конечно, как сейчас, там любой зевака, тогда, конечно, и это дозировалось. Вот как раз до аварии, да? в Киеве, нет, готовился праздник в Припяти, должны были открыть колесо обозрения. Да, вот его всегда и показывают везде на всех фотографиях. Киев готовился к 1 мая. Ну, фактически оставалось несколько дней, там 5 дней оставалось до первомайской демонстрации, и она прошла в Киеве. И, к сожалению, многие говорят, что действительно, воздействие многие люди получили, потому что как первые были попытки все-таки скрыть масштаб. Я помню, что о катастрофе никто не говорил. Говорили об аварии. Что произошла на одном из энергоблоков, передавали просто, произошла авария, все под контролем. Хотя умные люди-то, конечно, тогда уже понимали, что нужно было делать, убежать. Я в тот момент служил в армии, и достаточно далеко от места событий. Я служил на Чукотке, но все-таки в армии нас информировали намного быстрее. И более в полном объеме. Вот. Поэтому мы уже знали, что масштаб достаточно серьезный. Хотя мы были солдатами, но потому что офицеров стали уже командировку посылать потом. Срочников не посылали. Многие, конечно, говорят, что это тогда было преступление со стороны властей. Самое настоящее преступление, потому что людей нужно было не только оповестить, но и спасать, и вывозить. И на самом деле, 27-го, это уникальная была операция, 27 апреля вся Припять, 50 тысяч жителей и окрестные села были эвакуированы. Да, в какой-то мере можно сказать, что было преступление, может быть, скрывать. Но дело в том, что мы не знаем последствия того, если бы было сообщено это людям, какая паника бы началась и сколько жертв этой паники бы было. То есть оценки давать сейчас, как есть такая пословица, если я помню, Шота Руставели, вот сказал, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. То есть давать оценки. Конечно же, был суд, и все-таки преступным было проводить вот эти эксперименты на реакторе, на работающем реакторе, отключив систему безопасности. Это было преступным. А что касается информационной составляющей и, так скажем, конечно, это было все уникально. То есть, впервые просто произошло. Да? Но это не первый был. И, кстати, вот если говорить о
численности таких аварий, да? Да, о численности. То есть и на территории СССР, и в мире это была не первая такая катастрофа. И, кстати, это была первая катастрофа, об этом тоже надо знать и отмечать, что почему мы узнали так вот о масштабах этой катастрофы, потому что мы уже жили в это время в эпоху гласности. Уже перестройка началась. Да, и все-таки решение ЦК КПСС, Политбюро ЦК и КПСС, наверное, было все-таки в итоге правильным. Вот. Ну и но до этого и в Британии, ну и, наверное, специалисты знают, что такое, допустим, Южноуральский радиационный след. В результате, ну, там военные объекты, конечно, не мирный атом, произошла утечка на Урале, в районе Челябинска, Челябинской области. Произошла утечка, ну, произошла авария на одном из объектов. Вот, и последствия тоже были весьма большие. Вот. Но, допустим, еще в 1979 году вот, США на атомной электростанции Three Mile Island, это штат Пенсильвания, тоже произошла крупная авария. Тоже были допущены грубые нарушения работы операторами на втором энергоблоке. И фактически более 53% реактора было расплавлено. Вот. Произошел выброс в атмосферу тоже инертных радиоактивных газов. Мало того, радиоактивная вода, радиоактивные частицы попали в реку. Вот. Но, опять же, 200 тысяч человек было эвакуировано. Ну, вы представляете масштаб, да? 200 тысяч человек было эвакуировано. Но фактически тогда властям США удалось это тоже замолчать. В отличие от того, что вот если Чернобыльская авария широко освещалась и были привлечены иностранные специалисты, что масштабы аварии вот, да, вот Three Mile Island, они, так скажем... А это был какой год еще раз? Это 79-й год. 79-й год. 79-й год, и самое интересное, что буквально за 2 недели до этого был снят фильм, если кто-то, может быть, помнит, люди взрослого, более старшего поколения, назывался «Китайский синдром», где обыгрывалась вот авария на атомной электростанции. Вот. Ну и вот через буквально несколько недель произошла эта авария. Вот. Но из тех аварий, которые в Британии на военных объектах и происходили, в Америке, в Канаде, но я уже не говорю о том, что у нас даже с космоса падали ядерные реакторы. Вот. Да, у нас были спутники с ядерными реакторами. Один до сих пор летает, американский, который не включился. Вот такая ядерная бомба где-то в 1000 километрах от Земли. Ее вывели на орбиту подальше. Вот. Пока это, так скажем, этот спутник летает. Вот. Наш спутник тоже с ядерным реактором падал на территории Канады. Советский Союз выплачивал потом, компенсировал канадскому правительству достаточно большую сумму в валюте. Ну и, наверное, вот стоит упомянуть такую наиболее на слуху, которая в последнее время была катастрофа. На Фукусиме. Это катастрофа, да, в результате цунами. И тут опять же, о чем мы можем говорить? Фактически это АЭС Фукусима-1 построена была на берегу моря. Мы знаем, что фактически вся Япония это сейсмоопасная территория сейсмической опасности. И мало того, что землетрясения, которые там происходят практически ежедневно, они могут вызвать цунами, что и произошло. И опять же, о чем мы можем говорить? Нарушение технологического процесса, нарушение на этапе проектирования произошли. Почему проектировали именно на этой территории? Почему рассматривались ли какие-то возможности безопасности на уровне строительства, на этапе строительства? Вот. Не были ли допущены какие-то ошибки при вводе в эксплуатацию? Ну, конечно же, самая большая ошибка — это построить цунами опасно, сейсмоопасно и цунами опасно. Хотя в Японии учитывают эти возможности, но сейсмическую опасность была учтена, но никто не учел опасность цунами.
опасность цунами, которая как раз вот, как бы ударила по больному. Вот. В результате произошло обрушение, частичная разгерметизация. Но, к сожалению, дело в том, что по оценке специалистов, многих специалистов, Фукусимская авария, по их оценкам, намного страшнее, чем Чернобыльская. Вот. Сколько радиоактивных веществ ушло в мировой океан, до сих пор неизвестно. Но, к сожалению, если, допустим, к ликвидации последствий, к спасению людей, ликвидации последствий цунами в городах и населенных пунктах были допущены специалисты, в том числе и у нас сотрудники МЧС там участвовали какое-то время, то на саму непосредственно аварию АЭС на Фукусиме специалисты, ученые, эксперты допущены не были и не допущены до сих пор. Хотя и там до сих пор мы слышим, что каждый год происходят, так скажем, утечки радиоактивных веществ. И это вот самое страшное. Ну, поэтому, наверное, если, как говорится, отходить уже от Чернобыльской аварии, более, так скажем, обобщать вот этот результат, вот что мы должны понимать вот сейчас, что мы должны доводить, наверное, для подрастающего поколения, вот в беседах, в классных часах, то, что все-таки, наверное, во главу угла стоит человеческий фактор. Человеческий фактор, который вот не, ну, или полное игнорирование какими-то правилами. Халатность элементарная. Какая-то халатность, да? Какая-то внимательность, какая-то чем-то обусловлена иным, а не безопасностью. Допустим, какая-то, ну, если кто-то ставит во главу угла, допустим, экономическую целесообразность. Вот. Или, допустим, коммерческую выгоду получения дополнительного дохода. Ну и вплоть до того, что вот, ну, что могли получить вот эти специалисты Чернобыльской АЭС, если бы они провели этот эксперимент, удачно выработали бы дополнительную энергию. Конечно бы, наверное, от руководства государства какие-то премии, какие-то ордена, медали, так скажем, наверное, какие-то блага, может быть, поощрения. Кто-то, может быть, там даже заслужил бы какие-то там, ну, привилегии в плане продвижения в карьере. Вот. Ну а чем это обернулось, для всех. Теперь весь мир уже знает, да. Вот. Поэтому, наверное, есть вещи, которые не должны подвергаться какой-то оценке. Вот. Ну и именно если говорить об угрозе вот мирного атома, все-таки сейчас он все менее становится уже мирным. Как мы вот сейчас последние даже переживаем, то, что последние дни, недели, то, что, допустим, для многих все очевиднее становится, допустим, использование атомной энергетики, мирного атома в каких-то военных целях, да? Ну, в плане ядерного шантажа, террористических целях, какие-то террористические группировки. Опять же, вопрос о создании грязных так называемых атомных бомб, когда государство не обладает технологией военного применения, но зато, имея атомную какую-то электростанцию, может теми же твелами использовать те же ядерные или отходы ядерного производства, ядерной энергетики. Вот. Поэтому, ну, в данном случае есть такой, как сказать, призыв, который звучал, наверное, после Хиросимы и Нагасаки: люди, будьте бдительны. Вот. И нам всем, и нашим, и подрастающим поколениям, и будущим поколениям, наверное, надо быть бдительными. Вот. Но я еще вот хотел как раз, наверное, перейти уже. Вот это то, что мы говорим о ядерной энергетике, о Чернобыле, да, отталкиваясь от вот этой катастрофы. Вот, от того подвига, который совершили, так скажем, советские люди. Да, 1000 людей. Да. Вот. В следующем году или каком мы будем отмечать, опять же, будет отмечаться трагедия Спитака, Армении, да, землетрясение там страшного. И опять же, надо вспомнить подвиг советских людей, Советского Союза. Спасателей. Потому что тогда мы могли противопоставить вот это вот единство, оно во многом, и сейчас даже специалисты говорят, что именно потенциал экономический, в какой-то плане политический, промышленный потенциал всего Советского Союза смог победить вот это последствия Чернобыля. Вот. Обладаем ли сейчас мы этим потенциалом? Ну, кто-то ставит это под вопросом, кто-то говорит, что да, наше государство, мы можем справляться с такой бедой, но
я как пожарный могу сказать, что есть такая поговорка: пожар легче предупредить, чем потом его тушить. И самое главное, что такие катастрофы нужно не допускать. Нужно вот именно быть бдительными. Вот. И теперь я, наверное, перейду, с вашего позволения, да, конечно, вот, Петр Николаевич, более актуальной теме, которая должна волновать нас, как жителей нашей республики. Вот, так скажем, но были проекты строительства, наверное, кто-то из вас знает, атомной электростанции на территории Республики Коми. Вот, эти проекты не осуществились. Вот. Но я хочу затронуть тему тех чрезвычайных ситуаций, которые характерны для нашей республики. Вот, чтобы нам важно, чтобы вот эта информация доносилась нашим подрастающим поколению, школьникам, родителям, потому что это действительно существенно, это реальная угроза, и она становится тоже, ну, как сказать, я объясню, в чем эта угроза комплексная. Вот, ну, я начну, вот, допустим, природные чрезвычайные ситуации, ну, вы, наверное, знаете, ландшафтные пожары прежде всего. Вот. Просто сам по себе пожар в лесу, это еще не чрезвычайная ситуация. Чрезвычайная ситуация она становится, когда она охватывает определенную территорию или способна нанести определенный ущерб. Есть определенные критерии чрезвычайных ситуаций. Вот, допустим, того же пожара, который мы можем назвать, что да, наступает чрезвычайная ситуация. Но ландшафтные — это лесные, торфяные, тундровые пожары, которые несут угрозу, ну, так скажем, и населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, да, ну и которые могут привести, допустим, уже к техногенным катастрофам, к техногенным чрезвычайным ситуациям. Ну вот, говоря о природных, это опять же пожары природные, потом наводнения, ну сейчас это наиболее актуальная тема, мы вот сейчас паводок ожидаем, да, ждем. Наводнения, вызванные весенним половодьем или обильными осадками. У нас вот в Сыктывкаре, наверное, сыктывкарцы знают, как у нас на набережной, когда в августе месяце вдруг такой дождь случился, что даже бетонные плиты сдвинуло с места. Вот. Ну, стоит упомянуть еще и сейсмоопасность. Мы все-таки живем в регионе небольшой, средней сейсмоопасности, потому что рядом Уральские горы, и которые иногда бывает даже жители Усть-Коломского района вот отмечают, что чувствуется, да? Ну, по крайней мере, говорят, по печкам видно. Если у кого-то в доме печь, то появляются трещины. Ну и опять же, Троицко-Печорский район. Да, все-таки горы — это опасность, сейсмической опасности существует. Ну и все-таки мы север, особенно Арктика, это аномальные низкие температуры и усиление ветра, вплоть до шквалистых ветров, до ураганов. И здесь у нас вот тоже под Сыктывкаром несколько лет назад был такой шквалистый ветер, даже вот цеха одного из предприятий, значит, были повреждены, там кран козловой падал. Но дело в том, что опять же это связано и с вмешательством в экологию. Если раньше мы такие ветра не знали, то теперь все чаще, каждое лето, допустим, эти ветра появляются. Ну, кто-то говорит, что это связано с вырубкой лесов. Вот. Кто-то говорит, что это просто с изменением общим климата. Вот. Оценки разные, но такие природные чрезвычайные ситуации существуют. Ну и следующего характера чрезвычайной ситуации, которые, опять же, мы в условиях такой чрезвычайной ситуации, или, по крайней мере, угрозы чрезвычайной ситуации жили последние, вот, уже, получается, уже третий год, да, в этом или второй. В 2020 году с нами случилось, да, в 2020 году биолого-социальная так называемая, значит, угроза, да. Это инфекционные заболевания людей, ну, вот, эпидемия коронавируса, ну, которая по оценкам, допустим, Организации Объединенных Наций, да, объявлена была пандемией, то есть всемирной эпидемией, вот. Ну и помимо этого, значит, есть еще и такие угрозы, как распространение сибирской язвы. Вот буквально несколько лет назад, опять же, было обнаружено, значит, стада оленей у нас на Ямале, на полуострове Ямал. Вот. И, к счастью, у нас, ну, там были приняты своевременно меры, и фактически до Республики Коми, да, предотвратили своевременно наши специалисты МЧС и ветеринарная служба. Но инфекции животных, эпизоотии, как их называют,
ну, допустим, та же африканская чума свиней, вот сибирская язва, которая, опять же, передается и людям. Это страшные, ну, так, особо опасные инфекции, они имеют место быть. Вот. Создаются специально скотомогильники, ну, которые, опять же, нужно вспомнить и о злом умысле, когда эти скотомогильники могут использоваться там для людей, так скажем, в определенных целях. Ну и еще, наверное, заболеваемость растений тоже свойственна для нашей республики. Ну, высыхание лесов, вот, допустим, известно, что высыхание лесов у нас подвержен, допустим, Удровский район. Вот. Там есть такая проблема, да. Вот. Ну, я еще перейду вот к техногенным чрезвычайным ситуациям. Это аварии у нас на шахтах, угледобывающих предприятиях, объекты, естественно, объекты нефти, газодобывающей, нефтегазоперерабатывающей промышленности, хранение, транспортировка нефти и газа и другой химической продукции. Ну, опять же, вот если брать, допустим, Ухта, это НПЗ, Ухта-Сосногорск, да, допустим, если мы берем нашу столицу Сыктывкар, это у нас гигант Навычи, где Монди Бизнес Пейпер, Сыктывкарский ЛПК, на котором и сейчас используется хлор, и достаточно, ну, так сказать, в больших количествах. Да, эти количества уменьшаются, действительно сейчас развивается бесхлорное производство, но все-таки оно не до конца еще бесхлорное, и количество хлора еще присутствует. Также и у нас есть вот такой объект, как, допустим, стадион, Центральный республиканский стадион, да, в центре города, где используется, допустим, такое вещество опасное, как аммиак. Аммиак используется в том числе для создания искусственного льда. Вот. И тоже его утечка может привести, так скажем, достаточно такой к заражению территории, к чему необходимо быть готовыми. А вот дома вокруг стадиона, которые находятся, им не грозит ничего? Но для этого предусмотрены все меры безопасности, в том числе все-таки запасы. То есть специальные меры предусмотрены, чтобы если какая-то емкость с аммиаком происходит разгерметизация, чтобы этого количества оно находилось, ну, то есть заражение территории было минимальным. Да, но опять же характер утечки, то есть если мы знаем, что хлор, он оседает, это тяжелое вещество, а аммиак, облако аммиака, оно поднимается вверх и может распространяться все-таки достаточно, ну, то есть ветром достаточно большую территорию. Вот. Ну и помимо того, если говорить о техногенных, так скажем, авариях, нельзя исключать еще, вот как я уже сказал, разгерметизацию нефти, газопроводов, ну и ДТП, потому что очень много таких вот химически опасных веществ перевозится, да, на цистернах. Конечно, там все меры безопасности предусматриваются, вплоть до вот этих знаков, что переводятся специальные знаки на цистернах, которые... Но как бы не был, как мы вот отмечаем, что как бы не был там, допустим, как бы не была высокая квалификация водителя, водитель не знает, кто мчится ему мчится навстречу. Да. К сожалению, случаются такие инциденты, когда вот эти опасные аварии происходят. Поэтому это тоже надо учитывать. Вот. Ну и, наверное, самая такая ежедневная наша беда, с которой мы сталкиваемся, вот, прежде всего пожарные, социально-бытового характера вот эта беда, все-таки это пожары в жилье, опять же на объектах промышленности, торговли, бюджетных каких-то организаций. Вот, как бы все мы всегда вздрагиваем, когда мы слышим о каком-то задымлении, каком-то возгорании в учебных заведениях, в школах, в детских садах, на объектах здравоохранения. Это, конечно, особого пристального внимания требует. И здесь уже ни о каком игнорировании или каких-то ошибках, или каком-то человеческом факторе каких-то не должно быть и речи. Это вот надо помнить всегда. Вот. Но я уже не буду объяснять, там, потому что спички детям не игрушка, да. Вот. Но я бы хотел еще, наверное, затронуть, вот подводя вот итог вот этой теме, наверное, затронуть вот, хотя эта тема не МЧС в целом, и тема не
может быть, не сегодняшнего разговора, да, вот нашего, но все-таки, наверное, это теперь становится общей темой безопасности, это тема террористической угрозы, угрозы экстремизма и информационного террора и информационного экстремизма. Вот, потому что, как сейчас становится уже ясно, что вот эти техногенные, природные во многом и социально-бытовые, и даже биолого-социальные вот эти вот угрозы, они взаимосвязаны вот с этой угрозой информационного беспредела, когда, допустим, какая-то информация, может быть некорректная, а может быть информация намеренно запускаем, ну, как ее назвать, фейки, да, допустим, или информация достоверная, но способная вызвать панику. Вот на это и педагогам, и, наверное, специалистам, которые работают с детьми, вообще нужно обращать все больше внимания. Все больше внимания. И надо родителей сейчас уже настраивать на то, чтобы они все-таки контролировали. Потому что сейчас уже принимаются решения, вы, наверное, знаете о них. Все-таки мы наконец-то приходим к тому выводу, что жить государство и вообще страна без какой-либо идеологии жить не может. Вот. Но эта идеология не должна вот так вот насильно навязываться. Мы жили, вот люди старшего поколения знают, что, как говорится, не всегда идеология, не всегда навязывание получается правильным. Вот. И оно может вызвать и отторжение. Особенно у подростков, да, вот именно вот именно этой возрастной категории. Этой возрастной категории. Здесь надо быть аккуратным, но это нужно, это самая, наверное, тяжелая работа. Вот. Но это требует контроля, и, наверное, все-таки, наверное, родители сами, работа педагогов вместе с родителями и вместе вот в семье. Вот, потому что тут только тогда мы кардинально сможем ситуацию изменить. Вот. Но вот эта проблема терроризма, она связана со всеми вот этими угрозами ЧС, вот все теми угрозами ЧС, которые я назвал. Ну, допустим, природный лесной пожар, очень трудно. Да, мы знаем, допустим, о лесном пожаре, но почему он случился, иногда очень трудно установить. И вполне возможно, что он мог случиться и по вине злого умысла. Вот. Такие случаи тоже бывали. Уже даже в нашей республике был случай, там доведен до суда, когда одна, так скажем, дама, вот, проживающая в сельской местности, специально подожгла лес. Кому-то она хотела насолить, вот, что-то доказать этим, но, к счастью, вовремя был огонь ликвидирован, пожар потушен, но все-таки она понесла свое заслуженное, так скажем, наказание. Вот. И, наверное, напоследок, последнее, что я скажу, я хотел бы назвать, все-таки, да, назвать основные законы, которые вы должны руководствоваться, в любом случае нормативные акты, которые вы должны знать и интересоваться, и от которых должны отталкиваться и в работе с коллегами, с детьми, с родителями. Да, потому что все эти законы, я буду говорить именно не о подзаконных актах, а о законах, потому что эти законы, в принципе, прямого действия, там все четко написано. Я назову просто статьи, которые обязывают в том числе и руководителей организации, и непосредственно работников на предприятиях, и в организациях, и в учреждениях работать в этой сфере, в сфере обучения, в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации. Это, конечно, закон федеральный, я просто назову его номер, 68 ФЗ, закон о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вот, от 21.12.1994 года. Статьи конкретно могу назвать. Статья 14, там обязанности организации в области защиты населения и территорий от чрезвычайной ситуации. И глава 5, там 2 статьи буквально. Это подготовка населения в области защиты чрезвычайных ситуаций. И статья 21, пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Следующий закон, это, наверное, такой наиболее важный в плане бытовом, это закон о пожарной безопасности. От того же числа 21.12.94, закон, по порядку и номер его 69 ФЗ, статья 25,
противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. И статья 37 «Права и обязанности организации в области пожарной безопасности». Ну, права мы все любим свои и знаем их. Но напомним давайте о обязанностях. И один из пунктов звучит: руководители организаций, ну, в том числе, это речь идет и о директорах, допустим, школ, вот, учебных заведений и других, там, дошкольных организаций. Руководители организаций обязаны проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности. Но я еще коснусь федерального закона, ну, это будет, может быть, не лишним ознакомиться с законом о гражданской обороне, потому что на настоящее время, уже, ну, так сказать, на протяжении последних лет, теперь гражданская оборона, если раньше она затрагивала только, так скажем, время военных действий, то есть гражданская оборона, она включалась во время, так скажем, войны, каких-то военных действий, то теперь стратегия, так скажем, поменялась, и теперь вот те силы и средства, и вообще система гражданской обороны, она задействуется и в том числе и в мирное время, при вот угрозе чрезвычайных ситуаций мирного времени. Тоже те же самые, допустим, части гражданской обороны, те же специалисты гражданской обороны, они также принимают участие теперь в ликвидации последствий или, допустим, предупреждении чрезвычайных ситуаций, аварий, каких-то катастроф мирного времени. Вот. Ну и 15 задач, вот, я думаю, будет полезным знать вот эти 15, они остаются неизменными, 15 задач гражданской обороны, которые были всегда. Ну вот, этот закон о гражданской обороне, номер 28 ФЗ от 12 февраля 1998 года. Вот. И уже для вас конкретно, если речь идет об обучении, получении знаний, повышении подготовки в области пожарной безопасности, в области гражданской обороны, я назову вам, конечно же, на территории Республики Коми организации, которые этим занимаются в области обучения, переподготовки, повышения квалификации. Это учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Находится он в Сыктывкаре, улица Катаева, 47. Вот, начальник учебного, я готов вам телефоны даже называть, вот мне попросили просто даже начальник и руководство центра, чтобы знали и какие-то вопросы, они готовы общаться с любыми специалистами и педагогами и посоветовать и нормативные какие-то, и знания, и направить какую-то литературу. Начальник учебного методического центра Терентьев Василий Михайлович, телефон его, ну, код Сыктывкара 8212, его телефон 30 11 12. Его заместитель Берестовская Ирина Борисовна, телефон 30 11 09. Ну и в заключение я буду рад увидеть, сейчас мы все-таки пережили, надеемся, такой вот острый пандемийный период, и наша выставка, которая тоже в течение 2 лет мы, так скажем, в очень ограниченном режиме работали, иногда и приходилось не работать, потому что были, да, закрыты в связи с вот этой инфекцией коронавируса. Да. Вот. Сейчас у нас пока что ограничение действует, ну, то, что у нас 15 человек, не более. Вот. Но я назову свой телефон, можете записать, и запись, ну, то есть по записи экскурсия осуществляется. Экскурсии, коллеги, бесплатные. Да, экскурсии бесплатные. Да. Выставка находится по адресу Сыктывкар, Сысоцкое шоссе, дом 68. Ну, если так сказать, для сыктывкарцев и там для соседних районов, это здание Сыктывкарского учебного центра Федеральной противопожарной службы. Там готовят у нас... На Сысоцком, да. Да, на Сысоцком пожарное, такое красивое здание. Рядом с лентой. Да, напротив торгового центра Лента, да, многие так и говорят. И на боку этого здания большими буквами написано, ну, 01. 01, да. Все это здание, конечно же, знают. Да. Ну вот, по крайней мере, у нас приезжают, вот с Ухты у меня гости были буквально недавно, частенько приезжают с Выльгарта, Сыктывкарского района.
Приезжали, ну, конечно, Жежинский район, светлукарцы, были у меня с Картkirosa. Вот, так что, если кто-то в Светлукаре будет в гостях, пожалуйста, коллеги, милости просим. Да, а телефон... Петр Николаевич обязательно, как куратор данной выставки, обязательно всех встретит, познакомит с экспонатами, фотографиями, какими-то очень интересными фактами. Очень много интересного у нас на выставке. И телефон мой 8 912 949 59 07. Так что, пожалуйста, коллеги, звоните. Да. Можете с учащимися приходить, с родителями, выставки разные организуются. Вот вчера у меня семья была, вернее, были 3 семьи педагогов, сыктывкарских педагогов, приходили в гости просто с детишками со своими. Вот, просто вот решили, они записались, мне позвонили, мы назначили время, вот, потому что график становится сейчас вот все плотнее, приходится записывать там на неделю, на 2 вперед, поэтому можно записаться, буду рад. Спасибо вам большое, Петр Николаевич, за увлекательную такую нашу сегодняшнюю беседу. Я очень надеюсь, коллеги, что мы получим отклик. Вы знаете прекрасно, что в нашем видеозале можно и просмотреть всегда, если, например, у вас сегодня был рабочий день, вы не смогли присоединиться к нам вовремя, или, может быть, не сначала смотрели. Обязательно просмотрите нашу видеозапись данного вебинара, и по другим тематикам можете ознакомиться. Ну и мы, конечно же, ждем вас по следующим нашим памятным датам. Поговорим, пожалуйста, даже ваши любые заявки можем рассмотреть. И еще раз Петру Николаевичу Лобанову огромное спасибо. Спасибо.